Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 1 и 2 августа в Якутске Общественная палата России проводит форум сообщества. Подробности этого мероприятия расскажет гость Сергей Рыбальченко, председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы. Сергей Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сегодня в Якутске стартует форум сообщества, главное мероприятие Институтов гражданского общества России. Вот расскажите подробнее об этом мероприятии, ну и лично вашем участии в форуме. Формат таких форумов зародился несколько лет назад в Общественной палате, и задача была прежде всего собрать общественников, в основном местных, тех, которые живут недалеко от этого региона, с тем, чтобы решать различные проблемы в различных областях. Потому что не все общественники смогут приехать в Москву, и очень многие бывают люди, которые не слышат. И главная задача сообщества, чтобы и общественность, и органы власти слышали всех. Через какое-то время форумы сообщества трансформировались в такие мероприятия, которые проходят 4 раза в году в регионах, и потом итоговые завершающие проходят в Москве. Вот, наконец-то мы в Якутске, и сегодня будем обсуждать очень важную тему, называется «Сила России. Потенциал регионов. Ключ к развитию». Вот такая тема должна нам показать, как можно, опираясь на потенциал регионов, добиваться развития России в различных направлениях. Вы знаете наш регион не понаслышке, вот уже не в первый раз приезжаете к нам в республику. Вот Якутия является регионом Дальнего Востока и занимает лидирующее положение по рождаемости. Вот, как вы оцениваете демографическую ситуацию в республике? Хочу сказать, что республика традиционно занимала лидирующее положение по рождаемости, хотя в последние годы как раз суммарный коэффициент рождаемости снижается, но несмотря на это у вас произошло грандиозное событие. В конце июля этого года родился миллионный житель Якутии в городе Мирном. Я вас хочу поздравить с этим событием, но вы достигли потрясающих, считаю, результатов в другом показателе демографическом, это ожидаемая продолжительность жизни. Она растет с каждым годом, и если, допустим, 10 лет назад республика отставала от общероссийских показателей примерно на 3 года, то сейчас практически сравнялась по этому показателю. И мы как раз хотим на форуме сообщества обсудить очень важную инициативу, которая у вас которая реализуется у вас в регионе, это территория трезвости. Потому что благодаря именно проекту удалось за 1 год повысить ожидаемую продолжительность жизни мужчин на 2 года. Это, можно сказать, мировое достижение. Поэтому как это реализуется, как работает этот формат, тем более это только чисто общественная инициатива, которая поддерживается государственными властями. Вот, на мой взгляд, такие ростки демографического роста, опережающего демографического развития, они дают возможности для других регионов России к ним присоединяться, таким образом формировать развитие всей Российской Федерации. А как вы считаете, вот с чем еще могут быть связаны демографические успехи Якутии, помимо территории трезвости? Вы знаете, есть уникальный инструмент, и мы собираемся завтра вместе с моими коллегами, которые приехали, в том числе из Москвы, и посетить фонд «Будущее поколения» Республики Саха-Якутия. Он, я думаю, вы знаете, создан первым президентом Республики Саха-Якутия Николаевым Михаилом Ефимовичем, и он создан на примере работы таких же фондов в других северных странах, арктических странах Арктики. Более того, изучая ваш опыт, поскольку я принимал непосредственное участие в разработке концепции демографического развития Дальнего Востока, мы заложили создание такого фонда «Будущее поколение» в концепцию демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года. И хотя он до сегодняшнего не создан, тем не менее сам механизм работы очень важный, потому что в нем заложена модель того, что создается социальная инфраструктура для будущего, для детей. Вот это и дает основу, перспективы развития, а не только материальная поддержка. Вот в прошлом году в Якутске прошла дальневосточная демографическая конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики». Вот расскажите об основных итогах этой конференции.
Это была 7-я конференция. Вот наш институт выступал с организатором первых 2 конференций в Хабаровске. И задача конференции заключалась в том, чтобы привлекать общественность к реализации концепции демографической политики Дальнего Востока. В основу концепции заложено опережающее демографическое развитие. Что это значит? Это значит, что по всем показателям по рождаемости и по повышению ожидаемой продолжительности жизни, по снижению смертности, регионы Дальнего Востока должны идти опережающими темпами по сравнению с общероссийскими показателями. И несмотря на то, что и на прошлой конференции как раз мы рассматривали, как движутся регионы, как достигаются эти показатели. Что мы, конечно, обнаружили вот и в Республике Саха-Якутия удивительные результаты. Но важно, что мы формируются некие новые направления, мы, я говорю, имею в виду и общественники, органы власти, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, которые в конечном счете приводят к такому опережающему развитию. Это такой дальневосточный пакет, так называемый. Да? И очень важная мера «Миллион за третьего ребенка», которая начала с февраля этого года реализовываться в Приморском крае в качестве пилотного проекта. Сейчас уже прошла 8-я конференция в Благовещенске в этом году, и задача ставится таким образом, чтобы во всех регионах эта мера была реализована, во всех регионах Дальнего Востока эта мера была реализована. Как субсидия на погашение ипотечного кредита и жилищного кредита при рождении третьего последующих детей в размере 1 миллиона рублей, когда к 450 тысячам федеральных добавляется 550 тысяч региональных. Ну и когда ожидать реализации этой меры, например, в Якутии, если какие-то ждем сроки уже? Мы, по крайней мере, свои рекомендации мы как общественники предоставили еще 2 года назад. В этом году я еще раз, как генеральный директор института, подтвердил, что эта мера обладает эффективностью, ее поддержит 80% населения России, между прочим, и не только Дальнего Востока. Поэтому все дело за реализацию правительства. В конце 2020 года было подписано соглашение по реализации проекта «Профессиональные няни детям» в Республике Саха-Якутия. Цель проекта «Профессиональные няни детям» — создать систему сертифицированных нянь в России. Вот, получается ли в Якутии реализовать данный проект? Да, получается, причем этот процесс идет как и на уровне государственной поддержки, так и инициативного уровня самих непосредственно многодетных мам. Мы как раз в марте этого года уже обсудили, как этот проект реализуется. Суть заключается в следующем. Мы ведь доверяем самое дорогое тому, кому мы не можем проверить и узнать даже уровень подготовки этого человека. Что такое профессия няни сегодня? Это одна из самых непрестижных, как говорят, профессий. Да? То есть, если вы уж никуда не могли себя применить, то уж няня вы обязательно можете работать, это уже, как говорится. А мы смотрим на эту задачу немножко по-другому. Услуги по уходу за детьми возраста до 3 лет – это мощнейшая поддержка семьи и мощнейший фактор демографического роста рождаемости. Это показывает международный опыт. И если мы возьмем, допустим, Российскую Федерацию, то у нас услугами по уходу и присмотру охвачено примерно 20% всех детей. А если мы посмотрим развитые страны, где поддерживается занятость мам, где сопровождается карьера женщины, там охват детей возраста до 3 лет достигает 50-60%. Это дает мощный демографический эффект, потому что у семьи снимаются барьеры, иметь желаемое большее число детей. Но это не просто няни. Это няни, которые прошли подготовку. Поэтому мы шли к этому пути долго, и реализация этого проекта позволила на основе профессионального стандарта обучать тех, кто хочет стать нянями. И второе, что делать, это, конечно, проходить сертификацию. Значит, что они должны подтверждать свои требования безопасности. У них должна быть справка об отсутствии судимости, у них должна быть медицинская книжка, и тогда мы можем сказать, что первичный уровень безопасности для ребенка уже обеспечен, а качество уже выбирают родители. Ну и вот в этом году мы используем ресурсы федерального проекта содействия занятости и начинаем обучать нянь и помощников воспитателя уже непосредственно тех категорий, которые имеют на это право. То есть таким образом очень многие желающие получат возможность пройти обучение бесплатно. Вот поговорим о взаимодействии. Каким образом организовано сотрудничество Общественной палаты Российской Федерации и Общественной палаты Республики Саха-Якутия?
Ну, есть, во-первых, непосредственное взаимодействие, потому что представитель Общественной палаты Республики Саха-Якутия является одновременно членом Общественной палаты Российской Федерации. Да? И если в прошлом составе Общественной палаты это была Алена Павловна Ефремова, то в этом составе это Наталья Кашпирская. Вот. Могу сказать, что только самые хорошие и лестные отзывы о ваших представителях. Прекрасно работаете, как не только они, но и другие члены Общественной палаты Республики Саха-Якутия. А вот наши взаимодействие, например, конкретное выразилось в подписании соглашения о взаимодействии по сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей в Республике Саха-Якутия, которое было подписано в конце марта этого года. Оно как раз предполагает взаимодействие всех структур с тем, чтобы мы укрепляли и сохраняли наши общие традиционные семейные ценности. Ну вот комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России большое внимание уделяет вопросам безопасного детства. Так в вашей комиссии был инициирован круглый стол. Это вам не игрушки. Вот основанием для его проведения послужили многочисленные обращения родительского сообщества о вреде игрушки Хаги-Ваги. Действительно ли она так вредна, эта игрушка? Ну, конечно. Вы же, если дети, если это персонаж компьютерной игры, который ходит и поедает и детей, и родители покупают такие персонажи детям. Ну, подождите, в каждой игрушке заложен сакраментальный смысл. Вы знаете, что в традициях иногда даже, когда мы в традициях народов, иногда куклам даже не рисуют глаза, потому что боятся, что какой-то образ может как раз вселиться в куклу. Ну, такие традиции, да, правила. А традиции надо соблюдать. Вот. Но как выяснили, что кукла Хаги-Ваги это не игрушка, а это сувенир. И он даже не попадает под понятие игрушка. И у нас нет соответствующих норм законодательных и правил, которые бы препятствовали. Нет психолого-педагогической экспертизы, нет соответствующего закона об игрушке. Вот круглый стол инициировала как раз заместитель председателя Общественной палаты Республики Саха-Якутия Алена Павловна Ефремова. Она, как общественник, очень четко реагировала на все сигналы, которые поступают от родителей в отношении этих сувениров. И в какой-то момент уже стало понятно, что мы должны всех собирать. И мы собрали Роскачество, Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, который представляет Татьяна Викторовна Буцкая, которая сегодня с нами здесь, на форуме сообщества. И коллективно мы начали вырабатывать решения. И вот сейчас уже на выходе законодательная инициатива, которая вводит, возвращает психолого-педагогическую экспертизу в отношении игрушек, в отношении тех товаров, которые могут быть игрушки. Ну, например, спички ведь тоже могут быть игрушками. Но дети же родители не дают детям в руки спички, понимая, чем это может закончиться. Да? И помните, как у нас спички вам не игрушки. Так вот, это как раз и есть. Хаги-Ваги — это не игрушки. Ну и вкратце о самом форуме, что ждет участников, может быть, наши телезрители смогут принять участие. Будет очень интересно. Телезрители могут принять участие, надо было для этого зарегистрироваться на форуме заранее, об этом было известно, поэтому сегодня у меня непосредственно две больших площадки: опережающее развитие Дальнего Востока и вторая площадка о связи поколений, сохранении, укреплении традиционных семейных ценностей, где мы будем рассматривать вопросы реализации подобных соглашений, которые были подписаны в Республике Саха-Якутия. Потом будет пленарное заседание, где мы будем обсуждать эти вопросы. А завтра у нас будет уже проектный семинар по опережающему развитию Республики Саха-Якутия, демографическому. Ну что ж, впереди масштабное обсуждение. Сергей Григорьевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем успешного проведения форума, ну и, конечно же, достичь больших результатов. Спасибо за что заинтересовались темой развития гражданского общества. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.